Доброе утро, Якутия! Приветствуем вас в это пятничное, замечательное весеннее утро. Сегодня 8 апреля уже наступило. Уже 8 дней живем в этом прекрасном месяце, а вместе с тем и весна все больше и больше приходит в свои владения, точнее, приходит в наш мир, делая их своими владениями. Ну и это утро, как всегда, всю эту неделю вместе с вами встречали мы, и сегодня тоже встречаем Катерина Винокурова, Павел Танин, и доброе утро вам всем. Ну и сегодня, впрочем, как и всегда, мы подготовили для вас много интересного, познавательного, полезного и того, что обязательно заставит вас улыбнуться. Так, что у нас сегодня? Конечно же, окунемся вместе с одним из гостей в историю, расскажем об уникальной выставке подлинных архивных документов, которая откроется сегодня в Якутске. Сегодня будет также много спорта. Так мы покажем, как в МОМе играют в керлинг, а работники Якутского водоканала в хоккей в валенках. Да. Еще одни гости студии расскажут уже о настоящем хоккее с шайбой, а наши коллеги покажут новый спортивный тир, который открывшийся в Горном. Сегодня он открывается, и мы узнаем, что же за тир такой. В общем, интересненько будет. Спортивно да, сегодня, заглянем спортивно. Туда. Да. Обязательно. Кроме того, приготовим на завтрак яичницу по-японски, и в завершении эфира вас ждет новый музыкальный клип. Да, говоря про приготовим яичницу по-японски, очевидно, что там будут использоваться куриные яйца, поэтому можете их тоже заранее приготовить. Если хотите креветки, еще там нужны, если они вдруг у вас есть, то, пожалуйста, приготовьте их и вместе с нашим поваром сможете приготовить себе тоже японскую яичницу. Помимо креветок и яиц еще бананы добавляются, говорят, туда. Так что будьте с нами, делитесь своим настроением по нашим номерам контактным, которые видите на экране. Пишите, задавайте свои вопросы, можете кого-то поздравить. Также хотим напомнить, что не так давно мы открыли свой канал в Телеграме «Утро Якутии». Пишите слитно обязательно в строке поиска и сразу найдете нас. Подписывайтесь обязательно, следите за анонсами, за розыгрышами и конкурсами. Да. А прямо сейчас имеет смысл, конечно же, узнать, чем нас сегодняшний день с утра порадует. Как правило, в первую очередь обращаем внимание на что? На погоду за окном. Итак, сегодня по данным Гисметео в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила от 12 до 23 градусов. В Заречной группе 13-24, в южных 12-14 градусов мороза. В Вилюйской группе 11-19, в Нижнеленских до 19 градусов, в западных 7-11. В Колымо-Индигирской группе от 9, в Черском 29, в Янских 19-25, на северо-западе 15 и 35 зафиксировано в Саскылахе. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила 9 градусов со знаком минус. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня днем ожидается без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня днем ожидается 0, минус 2 градуса. Такая очень обманчивая погода в последнее время стоит. Неоднозначная, я бы сказал. Неоднозначная, да. Ветер холодный, поэтому одевайтесь соответствующие, берегите себя, не простужайтесь, будьте аккуратными на дорогах, очень скользко. Да, мы на этой неделе уже, кстати, говорили о том, что весна – это на самом деле самое коварное в плане погоды время, потому что вроде и солнце выглянуло, тепло стало, ветерок подул, продуло, и в общем, на весну в том числе приходится часто тоже подъем заболеваемости ОРВИ. Да, и обязательно занимайтесь профилактикой, это необходимо в такое время. Кстати, знаешь, по народному календарю именно по погоде этого дня судили о том, какой будет осень. Я думаю, что прямо сейчас мы в том числе узнаем о том, какая же нас осень тогда, раз уж такой день сегодня, какая осень нас ожидает. И помимо этого, конечно же, узнаем, какие еще знаменательные события сегодня весь мир может отметить.
8 апреля – День российской анимации. В этот день, в 1912 году, состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида» про несчастную любовь из жизни насекомых. Сегодня также День сотрудников военных комиссариатов России и Международный день цыган. По народному календарю в этот день наблюдали за погодой. Какая она в этот день, такая будет и 8 октября. 8 апреля 1158 года князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире. В 1341 году в этот день на Капитолийском холме в Риме увенчан лавровым венком Франческо Петрарка в знак признания его лучшим поэтом и непревзойденным знатоком античной литературы. 8 апреля 1766 года в Америке запатентована первая пожарная лестница. В 1918 году в этот день российский исторический триколор заменен красным флагом. 8 апреля 1920 года учреждена высшая награда в Красной армии – почетное революционное наградное оружие. 8 апреля 1336 года родился Тамерлан – среднеазиатский государственный деятель, полководец. В 1938 году появился на свет Кофи Аннан – ганский дипломат, 7-й генсек ООН, нобелевский лауреат. 8 апреля 1958 года родился Виктор Зенчук – советский и российский гитарист, композитор, заслуженный артист России. Именины в этот день празднуют Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья и Степан. А мы продолжаем тему истории. Сегодня в Якутске открывается первая в республике историко-документальная выставка подлинников архивных документов, посвященная столетию образования ЯССР. Да, о том, какие уникальные документы представлены будут на этой выставке и какие новые знания они дают нам для более глубокого понимания страниц истории родного края, мы поговорим с начальником отдела использования документов Национального архива республики Петром Корякиным. Петр Иванович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот, не терпится узнать, какие же документы будут выставлены, в экспозицию, так сказать, войдут. Угу. Ну, вот, как вы говорили, наша историко-документальная выставка, она носит название такое, как «Автономия Якутии. Создание и становление к столетию Якутской АССР». Да? И туда вот вошли подлинные документы, фотографии, и, значит, и книги там тоже, кстати, есть. И вот эти наши документы, они освещают период того времени, когда у нас устанавливалась автономия. Ну, конечно же, там же также и освещается становление государственности народов Якутии и освещается роль, которую играли наши величайшие деятели Якутии, такие как Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Степан Максимович Аржаков, Сидор Никифорович Барахов, ну, и их подвижники. Да? И поэтому вот, для посетителей этой выставки будет очень интересно просто прикоснуться к истории нашего края, прикоснуться к тому великому революционному, который был у нас 100 лет назад. Представляете, тут в Якутске прямо. И поэтому очень интересные документы мы постарались отобрать и представить на этой выставке. И среди этих документов наших, их всего 18, так сказать, да, 18 документов, 13 фотографий и 2 книги. Это, вы удивитесь, по биографии Ульянова Ленина одна книга и другая книга, значит, по биографии Фрунзе. Но это 20-е годы. Ну, интересно, почему? Потому что они на якутском языке, да. Старом, да, поэтому, как говорится... Они биографические, Они да? биографические, ну, для детей, как бы, да, как бы изучали в советское время биографии великих деятелей. И плюс к этому, какие моменты освещаются в документации нашей, именно то, что документы-то наши, они же как бы освещают именно период вот взрывного роста нашей республики, Советской молодой республики, когда решались вопросы вот, социально-экономические, духовные, культурного развития, да, вопросы решались. И вот как раз был большой рывок, и надо нам, я думаю, всем вспомнить про это, потому что это такой опыт интересный. Вот, прямо-таки из такой отсталой страны мы превратились. Петр Иванович, ну да, мы уже поняли, что это действительно старые документы, их очень много лет прошло. И как вот таки, все-таки эта бумага, это аналоговый, так сказать, носитель, он имеет износ, он портится со временем. Там, как хранят в архиве такие документы, и вообще часто ли их вот на показ вот так выставляют? Каким-то определенным образом. Да, вот правильно вы сказали, потому что документы, они портятся. Любая выставка подлинных документов
документов, она каким-то образом портит эти документы, потому что происходит обесцвечивание на свету, они всегда выставляются и прочее. Они же лежат там, в темноте, в определенных температурно-влажностных условиях и прочее. А тут они выставляются, поэтому мы стараемся приобретать новое оборудование. Так? И у нас выставлено, как уже говорилось, 6 витрин, хороших витрин, без освещения, но с всеми вставными вот ящичками. Плюс еще у нас будет 4 вот этих, у нас тоже будут стенды. Так что можем, не очень часто, но все-таки раз в 100 лет, практически можно сказать, у нас такое случается событие, поэтому мы постарались. То есть, возможно, следующая такая выставка пройдет на 200-летие. Даже на 200-летие, да, уже не при нас, можно сказать. Мы понадеемся на лучшее. Но это говорит о том, что выставка действительно уникальная, и надо бы сходить посмотреть, потому что событие редкое очень. Петр Иванович, а на какой отклик вы рассчитываете, да, от посетителей, что для себя могут нового открыть для себя, и что вот будет изюминкой этой выставки? Изюминкой выставки, конечно же, если говорить вообще об уникальных документах, которые там представлены, ну, во-первых, я бы уточнил, что впервые об автономии, да, заговорили в Москве, да, в 1920 году. Подняли этот вопрос наши люди. Это был такой молодой курсант вот этого коммунистического университета имени Свердлова, хорошо вам знакомый Степан Максимович Аржаков. И вкупе с делегатами 8-го Всероссийского съезда Советов, таким человеком нашим, как Веленский-Сибиряков, Владимир Дмитриевич, и, конечно же, очень известный наш человек, который эмигрировал потом, как бы предал коммунистическую идею, можно сказать, но в то время он как бы работал на Конституции. Это наш известный Георгий Семенович Ефимов, да, про которого тоже недавно вот именно шел его юбилей и прочее. Вот они как бы выступили перед наркоматом необходимости автономии для Якутии. И у нас лежит телеграмма прямо, которая отправлена с Москвы в Якутское губбюро. О чем телеграмма была? Телеграмма была о возможности образования автономии. Вот это одна, только вот про один документ, а если говорить об интересе людей, как вы говорили, да, вот как раз вызовет большой интерес, я думаю, доклад нашего Юнского. Кем он был тогда? Он обязательно в то время как раз был вот этим делегатом вот этого нашего сибирского совещания представителей туземцев, да? И будучи, он, короче говоря, говорит о территории, об истории, о культуре нашей республики, и очень там будет интересно узнать. Кстати, еще очень много документов, конечно же, о роли наших таких людей. К сожалению, сейчас должны немножко прерваться на короткую паузу, после нее мы вернемся и продолжим говорить про эту выставку. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Цены на стройматериалы из дерева внутри России могут снизиться. Будущие скидки по разным оценкам достигнут от 10 до 25%. По словам сопредседателя правления Ассоциации деревянного домостроения Юлии Юрловой, сезон лесозаготовок прошел очень хорошо. Сейчас на складах у лесозаготовителей запасены большие объемы древесины. При этом примерно половина древесины обычно шла на экспорт. Сейчас это проблематично из-за сложностей с расчетами, в первую очередь с логистикой. После ухода ряда крупных транспортных компаний не хватает фур и контейнеров. К весеннему половодью готовится Амгинский район. Ежегодно на 5 затороопасных участках реки Амги зачерняют лед. 38 гектаров общая площадь всех участков. На 3 из них завершены работы. Охватили площадь в 22 гектара. Еще на 2 участках зачернение только предстоит. Впрочем, в этом году подготовительные работы по безопасному пропуску весеннего половодья начались с января. Утверждены планы по отселению в пункты временного размещения и отгону крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных. Готовят 6 пунктов временного размещения на 410 мест. И буквально вчера проведена тренировка в администрации муниципального образования Амгинский наслед по предоставлению, по подаче заявлений в электронном виде пострадавшего населения от паводковых вод. И мы проводили
Так, через МФЦ, через компьютер администрации, через портал государственных сервисов и через приложение госуслуги. Эти все заявления у нас прошли в электронном виде. И на этой тренировке принимали участие все специалисты муниципального образования, подверженных угрозе паводков. Газовики меняют трубы на магистрали Тас-Юрях-Мирный. Газопровод, снабжающий голубым топливом практически все населенные пункты Мирнинского района, эксплуатируют с середины 80-х годов. По нему бесперебойно поставляют природный газ на промышленные предприятия «Алроса», котельные домовладения жителей района. В этом году Айхал Трансгаз заменит 2 участка магистрали. Это почти 1,5 километра. В середине апреля планируем закончить, то есть засыпать уже. И переходим на следующий участок, уже, который коротенький, 250 метров. До наступления оттайки, пока грунт не начал валиться, мы должны его пройти. Квартал рабочий заасфальтируют в Ленске. Городская администрация готовит проектно-сметную документацию для участия в аукционе. В планах на лето положить дорожное полотно на участок улицы Якутской от Орджоникидзе до Нюйской и подъездные дороги к многоквартирным домам. Также заасфальтируют парковки для автомобилей у 2 9-этажных домов. Обустроят тротуары и водоотведение, установят уличное освещение. Это 1400 квадратных метров в этом году мы хотим заасфальтировать. Порядка 400 квадратных метров мы планируем сделать тротуары. Ну и освещение, водоотведение и, наверное, стоянки там под автомобили где-то в количестве, наверное, 70-80 автомобилей. Спасибо коллегам. А мы продолжаем наш разговор с Петром Корякиным, начальником отдела использования документов Национального архива Республики. Петр Иванович, мы остановились на том, что заинтересует посетителей выставки, да? Да. Вы уже перечислили. Да. И к тому же еще плюс к этому я хотел сказать о том, что их заинтересуют вот эти документы о деятельности Амосова и Барахова, да, по автономизации Якутии. Вот еще вопрос такой, кроме вот выставок подобного рода, какими еще видами популяризации документов, посвященных столетию Якутской ССР, занимается непосредственно архив республиканский? Наш архив занимается также и лекциями. Мы даем лекции, например, скажем, историческому кружку «Удивительная Якутия» или, скажем, даже загородным школам, да, тоже такие же лекции даем и должны дать, у нас в планах такое есть. Мы готовим телесюжет, у нас целый цикл радиопередач, имеется авторская программа нашей заместителя директора Натальи Степановны, документы рассказывает Унука Сахада, тут у вас. Плюс еще у нас есть, планируется цикл статей в ЕСИА, которые должны выйти и в некоторых других средствах массовой информации. Так что у нас очень много видов, которыми мы вносим свою лепту в столетие республики. Петр Иванович, спасибо большое за анонс такой. До какого числа продлится выставка? Продлится, как раз открывается, кстати, сегодня, 8, как вы говорили, в 11 часов. Милости просим всех, кто заинтересован в этом. А закроется выставка, она кончится уже 10 мая. Так что можете успеть. Самое главное, проходит она в историческом парке. В историческом парке, Россия, да, в выставочном зале. И как раз можно сказать, что исторический парк сделал очень много полезного для того, чтобы популяризовать наши документы. Большое спасибо, пользуясь случаем, Дмитрию Ивановичу. Петр Иванович, мы в свою очередь вас благодарим. Спасибо за вашу работу. Вот, благодаря таким увлеченным своим делом людям. И мы храним, да, историю о нашем крае, узнаем всегда много большое. нового. Вот. Но вот говоря про становление автономии республиканской, в то же время началось развитие и, в принципе, местного производства, местной какой-то продукции. А сегодня цены на товары и услуги, предлагаемые отечественными вообще производителями, они возросли. Наложенные санкции, непростая логистика непосредственно повлияли на российский рынок. Однако вот как раз-таки якутским предпринимателям есть что предложить жителям республики. Так, несмотря на сложные реалии, в Якутии продолжается обувное производство. Наши коллеги побывали в старейшем предприятии нашей республики Сахабулт.
В этом году компании «Сахабулт» исполняется 30 лет со дня основания. Долгие годы их продукция является лидером на якутском рынке. Все благодаря качеству изготавливаемых ими изделий. При этом, по словам руководителя компании, введение санкций практически никак не отразится на производстве. Ведь основное сырье закупается не только в России, но и в самой республике. Введение санкций у нас получается... Некоторые позиции могут быть остановлены из-за того, что химикаты, да, в основном приобретаются за границей, и производство кожи и меха, выделка, могут как бы перетормозиться. Но у нас запасы есть, поэтому мы думаем, что план выполним. Нет никаких проблем и со сбытом изделий. Как правило, якутские потребители зимой предпочитают удобство и тепло модным веяниям. Однако это не значит, что дизайн унтов такой же, какой был 30 лет назад. Мастера цеха следят и за трендами, и за предпочтениями потенциальных покупателей. Унты мы считаем брендом Якутии, в том числе брендом нашего предприятия. Мы очень много работаем над образом унтов. У нас очень большая команда. И в создании унтов участвует большое количество людей, начиная от модельера, разработчика, заканчивая швеями непосредственно теми людьми, кто своими руками отшивает эти унты. А тем временем в планах компании вывод продукции за пределы республики. Здесь «Сахабулт» ориентируется на регионы, близкие по климату Якутии. Однако уже сегодня изделия доставляются и в Москву, где потребитель готов потратить большие деньги. Там уже наши якутские унты перерастают из товара первой необходимости зимой до товара люксового сегмента. В год «Сахабулт» изготавливает порядка 1500 пар унтов. В этом году к зиме специалисты прогнозируют упадок производства на 30%. Чего не скажешь о кожаной обуви. Ежегодно на якутский рынок поступает порядка 10 000 пар. Это количество останется неизменным. Саргалана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Доброе пятничное. Приятного аппетита всем, кто завтракает или собирается завтракать. А если вы не знаете, чем позавтракать, но очень хотите, и в начале эфира прислушались к нашему совету достать куриные яйца, креветки и бананы, собственно, большая часть продуктов всегда может оказаться в вашем холодильнике, то прямо сейчас с нашим шеф-поваром предлагаем вам посмотреть, как готовится японская яичница. Всем доброе утро. Сегодня будем готовить омлет в японском стиле с тигровыми креветками. Я их уже заранее почистил. И бананом. Очищаем банан. Банан нарезаем вот таким образом. Не мелко, не крупно. Ну, вообще, на ваш вкус. Так. Далее нам нужно отделить белок от желтка. Белок мы будем взбивать. Белок взбиваем до пены, пышной стойкой пены. Вот приблизительно до такого состояния. Желтки смешиваем с молоком. Соль.
наш омлет готов. Приступаем к выкладке. В принципе, ингредиенты можете положить на свое усмотрение, начинку. Всем приятного аппетита. Ароматы омлета доносятся прямо до нашей студии. Чувствуешь? Доносятся, но у меня есть вопросы по начинке. Очень такие надо обсудить, конечно. Ну, я лично не повар профессиональный, сразу скажем. Я просто как человеку, который любит кушать, немножко не могу понять, как банан и креветка может сочетаться с... Видимо, японцы знают в этом толк. Что-то знают, что-то понимают. От пищи телесной, тем не менее, переходим к пище духовной. И наша пятничная рубрика «Музейный гид» продолжит эфир. Виктор Хачатурович Думанян родился в 1926 году в городе Баку. Окончил музыкальную школу при консерватории по классу виолончель, затем художественное училище и институт имени Сурикова. Первое признание он получил, выполнив памятник великому полководцу Георгию Константиновичу Жукову, а также памятник композиторам Модесту Мусоргскому и Людвигу ван Бетховену. Один памятник находится в Афганистане, в Кабуле, а второй в Берлине. Его работам присуща такая энергия форм, приподнятость и пластическая выразительность. Вот всю любовь к музыке, понимание ее, суть музыки он пронес через все свое творчество и отразил это в своих работах. У него очень много скульптурных композиций, которых он посвятил выдающимся музыкантам и выдающимся великим композиторам. Это скульптуры Бетховена, Баха, Моцарта, Прокофьева, Скрябина, Шостаковича. Еще можно много-много назвать этих композиторов. А также он создавал исторические личности, своих современников. Его работа находится в Третьяковской галерее, в Русском музее Санкт-Петербурга. И также он участвовал в оформлении храма Христа Спасителя. В самом начале эфира мы сказали, что сегодня у нас будет много спорта. И вот давайте начнем. Жители Момского Улуса предпочитают играть на свежем воздухе в такой необычный вид спорта, как керлинг. Наши коллеги посмотрели и сами поиграли в эту игру северян, не уступающие по накалу профессиональным, но со своей изюминкой. В местности Соболах есть уникальная местная забава. Жители эту забаву ждут с нетерпением каждый год. Каждую весну они выходят на лед. Почему? Для того, чтобы поиграть хото-керлинг. Хото-керлинг – это авторский проект Владимира Хабарова. Благодаря этому проекту сюда съезжает очень много народу, туристы, путешественники и играют в очень забавную игру. Жители села Владимир Хабаров с Меркеля керлинга идет рисовать метки. Для того, чтобы поиграть в керлинг на реке Индигирка, много не надо, говорит организатор, главный идейный вдохновитель керлинга в Момском районе Владимир Хабаров. Автор проекта отмечает, все материалы из подручных средств, а главное, где есть лед, там и играют. Камни называется это для керлинга. Они с листьями, мы через токарный станок сделали этот камни. А вот это круг называется, средняя эта кнопка называется. И там расстояние, всякие еще украшения бывают. Флажками, линия бывает. Несколько лет назад Владимир Григорьевич задумал свой авторский проект. Энтузиаст своего края, недолго думая, сделал игровые камни, расчистил лед на реке, нанес разметку и провел одну игру в местности Соболах. С тех пор все начали играть. Дом на дом, деревня на деревню. Теперь на всех праздниках на льду кипят нешуточные страсти. Играют все, от мала до велика. Благо льда здесь много, шутят сами жители. Ажиотаж сильнейший. Теперь в керлинг играют во всем Момском районе.
Владимир Хабаров отмечает, доступность спорта – главная идея его проекта. Конечно, есть интересные задумки. И еще после хату-керлинга у нас появился гольф на льду. Ага, и тоже очень забавная и это азартная игра. И с каждым годом Владимир Григорьевич, все добавляет, все придумывает новые. И гольф. А потом после гольф на льду, и еще он хочет сделать не гольф, а бойлинг на льду. Однако изготовление камней – дело нелегкое. В профессиональном спорте один такой камень стоит почти 15 тысяч. Благодаря золотым рукам мастера Владимира Григорьевича камни из лиственницы почти как в профессиональном спорте. Лиственница со временем твердеет и становится очень тяжелой. Мастер шлифует каждую заготовку, особенно скользящую часть. Для ручек устанавливаются еще крепежи, чтобы они не выступали за границы камня и центр тяжести был по центру. Когда вы смотрите, что люди играют, приходят, отдыхают, вам на душе хорошо? Конечно, хорошо, потому что все любят эти игры. Хото-керлинг – веселое и азартное развлечение для любого праздника, который сплотит любой коллектив и развлечет приезжих гостей. А туристов в Омском районе в это время немало. Участники соревнований отмечают, благодаря энтузиасту Владимиру Хабарову, керлинг на реке Индигирка – это не только спорт, но и отличный отдых. Ирина Григорьева, Георгий Григорьев, село Ханум, Омский район. Репортажи и сюжеты наших коллег, которые побывали в командировке в Момском Улусе, мы еще покажем. В следующий четверг и пятницу выйдут специальные выпуски «Утро Якутии», а также ежедневно по будням передачи «Испытаны на себе». Ну а если жители Момы играют в керлинг, то работники столичного водоканала решили вспомнить советское детство и сыграли в хоккей в валенках. И, кстати, я тоже сыграл в составе одной из команд, участвовавших в их турнире. Вместо льда – снег, вместо шайбы – теннисный мяч, вместо коньков – валенки. В остальном же хоккей в валенках от обычного хоккея не отличается. Та же страсть, тот же азарт, та же радость от каждого забитого гола. Идея проводить турнир в рамках спартакиады предприятия появилась в прошлом году. Главный посыл – окунуться в далекое детство, когда многие из сегодняшних игроков, будучи детьми и подростками, собирались во дворах, надевали валенки и устраивали свои ледовые баталии. Однако статус официального турнира среди коллективов водоканала выводит игру на более серьезный уровень. Если в прошлом году за титул чемпионов боролось 4 команды, в этом их стало 5. Да и за год команды усердно поработали над уровнем своей игры. Наша команда АУП, административно-управленческий персонал, в принципе, рассчитывали мы, что все будет легко и просто, как в прошлом году, потому что мы заняли 2 место, в достойной игре, уступив тогда ремонтно-механическому цеху, который заняли 1. Но в этом году команды, во-первых, подтянулись, очень все неожиданно, то есть какие-то неожиданные результаты игр. Грубо говоря, 1 команда со 2 играет с разгромным счетом, ее выигрывает, 3 играет со 2 впритык, то есть на равных уровнях. И казалось бы, 1 должна выиграть 3, а нет, 3 выигрывает 1 тоже с разгромным счетом. То есть такой, скажем так, камень, ножницы, бумага, не угадаешь, кто победит, все очень непредсказуемо. Не обошлось и без неожиданностей. Одна из них – игра между командами станции биологической очистки стоков с работниками административно-управленческого персонала. Игра закончилась с разгромным для 2 команды счетом, а уже на следующий день проигравшие показали достойную игру против фаворитов турнира команды ремонтно-механического цеха. В основное время команды сыграли в ничью 5-5. Однако из серии после матчевых буллитов победителями вышли фавориты. Ежегодно турнир проводится в первые недели апреля, а на игры допускаются команды, состоящие из работников того или иного цеха или подразделения. Однако к концу этого года в предприятии планируют организовать настоящую лигу по хоккею в валенках. Все это ребятам были обговорено. После этих соревнований мы придем, скажут свой ответ. Но вроде ребята как не против, готовы. Именно создание регулярного? Да, именно регулярного сделать, то есть с октября месяца. Ну а по итогу этих соревнований команда АУП заняла 3 место, на 2 ступени пьедестала расположились игроки СБОС. Чемпионами стали работники ремонтно-механического цеха. Но главное, что все участники получили непередаваемые эмоции и очевидно, что смогли, хоть и ненадолго, окунуться в детство. Ну а далее мы поговорим о хоккее
серьезно. В Якутске в эти дни начался чемпионат республики по хоккею с шайбой. 8 сильнейших команд разыгрывают медаль чемпионатов первой и второй лиги. В связи с этим, подробнее об этом поговорим с президентом Федерации хоккея Республики Саха-Якутия Афанасием Владимировым и Михаилом Тумигиным, тренером по хоккею, поселок Чернышевский, Мирнинский район. Доброе утро. Доброе утро. Да, сразу забегу вперед. Для меня встреча действительно приятная. С Михаилом мы вместе в детстве занимались, играли в одной команде. А Афанасий Семенович мой первый тренер по хоккею. Здорово. Да, я тоже почти родные люди. Да. Я могу встать, да? Да нет, 2 на 2 будем. Это же командная игра хоккей. Ну, давайте о чемпионате, да? Команда из каких районов представлена? Чемпионат проводится у нас с 1967 года в республике. Да? В первый раз он проводился в городе Томмоте. Ну и сейчас мы, 55 лет уже хоккей развивается у нас в Якутии. 8 команд сегодня участвуют. Мы их разделили по уровню игр. Первая, вторая лига. В первой лиге у нас играют сегодня город Якутск, город Мирнинский район, город Нерюнгри и Серебряный Бор, поселок Серебряный Бор. Это сегодня хоккейные центры, в которых достаточно созданы хорошие условия, и развитие хоккея идет хорошими темпами. Вот. Ну и во второй лиге у нас играют Мегино-Кангаласский улус, Усалданский улус, Хангаласский улус и город Алдан. Вот 4 команды. И новинка этого чемпионата то, что сегодня и Мегино-Кангаласский, и Усть-Алданский улус очень бурно развивается, и предугадать, кто будет первым, очень сложно. Да, все 4 команды достаточно равные, и в хороших таких условиях соревновательного процесса они набрали достаточно своих игроков, и сельский хоккей сегодня в наших улусах тоже идет наравне с промышленными. То есть, в принципе, ожидают нас непредсказуемые соревнования, которые в первой лиге сегодня предугадать, кто будет первым-то и четвертым, очень сложно. Уровень и класс игроков очень высокий и равный. Михаил, расскажи про своей команде, кто выступает, как долго готовились конкретно к этому турниру? Выступать мы сыграли турнир районный по Мирнинскому району. Наша сборная состоит из удачнинских, Чернышевского, Айхальского и Мирного самого. Сколько нас? 16 человек, 1 вратарь. Шансы оцениваешь как? Прошлогодний чемпион. Прошлогодний турнир, да. Тому на правах чемпиона мы выступаем. Отстаивает свое звание. Понятно. Что еще хотелось бы спросить, конкурентов своих как, Михаил, оцениваешь? То есть, конкурентов, да, целимся в посмотрели вчера тренировки их, хорошие ребята что все там, команды сильные, да? Молодые, горячие. Будем ставить. Особенность чемпионата такая, что воспитанники, которые выехали за пределы республики и играют в тех или иных турнирах, чемпионатах России и так далее, они имеют право играть там, где родились. Да, поэтому сегодня у нас очень много ребят, которые приехали выступать за свои родные города и районы. Да. Нерюнгри, Мирный и так далее. У нас в Якутске, ты, Павел, знаешь, это Артем Подшиндялов приехал, да? Да. Говоря, кстати, о развитии хоккея, да, мы, в принципе, как уже сказали, в промышленных наших городах он был всегда более-менее развит. Я еще по своему детству это помню. А вот с сельским хоккеем, да, он начинает развиваться, это заметно. Какие у него перспективы все-таки есть? Сельский хоккей, он имеет свои особенности, да, потому что условия для занятий хоккеем требуют сегодня таких технологических решения технологических вопросов, как помещение для занятий, экипировка и так далее. Поэтому сегодня это открытые площадки, хоккейные коробки, которые построили в Намском районе, в Усалданском, в Мегино-Кангаласском, Хангаласском и так далее. Где-то порядка у нас 15 открытых площадок. И сюжет показал, мы приветствуем тех, кто сегодня на свежем воздухе играет хоккей. Тот, который был когда-то у нас в нашем детстве и так далее. Да? Это мы тоже приветствуем. Все держится на энтузиастах. Алексей Неустроев, Мегино-Кангаласский улус, Федерацию хоккея там возглавляет.
Ну, достаточно мощно они развиваются, и за последние 5 лет они, как говорится, из новичков вышли, ну, буду говорить, в пятерку лидеров, наверное, входят. Ариан Дегтярев, который энтузиаст из Барагонцев, Султанской области, там тоже вот они поддерживают, начали с ветеранского хоккея, и сейчас уже в этом году прошел турнир у них, в котором участвовали 4 команды из села Барагонцев. Да? Вот. Анамский район, в прошлые выходные там прошел чемпионат района, в котором участвовали 12 команд. Вот. Ну и вот недавно у нас в Мегино-Кангаладском области турнир тоже прошел, но они приглашали районы, но тем не менее представительство 6 муниципальных районов было там. Вот. Поэтому развитие идет, и со строительством новых катков, а у нас в Якутске будет новый каток, да, построен. В районе аэропорта. Да, в Алдане, в Чульмане. Здесь «Газпром» очень помогает. Я думаю, что новый виток развития как в целом хоккея, так и сельского хоккея. Михаил, ну вообще в Мирнинском районе, да, если взять, насколько развивается этот вид спорта и много ли детей приходит на секции? Ну да, популяризация достаточно такая высокая для численности Растет. вообще в общем, да, населения. Если сравнить по проценту, там в поселке примерно у нас население 4000 секцию посещает, ну 100 детей, грубо говоря, в общем количестве. Ну, у нас кроме хоккея есть еще и плавание, и футбол. Ну, хоккей самый такой у нас популярный, да, там вид спорта. Ну, развивается. И да, в Мирнинском, в Удачнинском у нас делится еще на южная и северная площадка. И у нас такие мы устраиваем баталии между собой. Ну и, естественно, ребята выезжают в Новосибирск на турниры. Мы подключаем со своего поселка примерно за сборную Мирного. И они едут участвовать в Новосибирске. Ну, очень радостно, что хоккей развивается в регионе, и всегда будет радостно, пока он развивается, и будем надеяться, что развитие не остановится. Но вот мы уже сказали, что непредсказуемые, конечно, игры ожидают нас, непредсказуемый турнир. Давайте расскажем, наверное, зрителям, где можно прийти и вживую посмотреть, потому что вживую, хоть и будут трансляции по нашему телеканалу, вживую хоккей — это совсем другая история. Соревнования все проходят в спорткомплексе «Лейбатур» традиционно. Игры начинаются 12:30. Сегодня первая игра у нас. Открывает турнир наши игроки второй лиги. Ну и вечерняя часть с 5:30 начинает первая лига. Да? Последняя игра у нас будет в 8 вечера. Ну, в основном это для хозяевов города Якутска сделано, с тем, чтобы жители могли прийти поболеть за команду. В Лейбатуре для детей вход бесплатно, для взрослых установили цену там 100 рублей вход. Ну и ваш телеканал сегодня подключился как партнер проведения чемпионата республики, и с завтрашнего дня игры первой лиги будут транслировать на В нашем прошлом году, когда мы это сделали, жителям очень понравилось. И вот сейчас с Михаилом мы обсуждаем, он говорит, жители Мирнинского района с нетерпением ждут, чтобы посмотреть. Поэтому ну, вам спасибо большое. У них будет такая возможность, что ж, хоккей в сердце, как говорится. Афанасий Семенович, Михаил, спасибо большое, что пришли. Спасибо. Желаем отличных соревнований, зрелищных, и пусть победит сильнейший. Спасибо большое. Спасибо. Ну а еще одно важное спортивное событие состоится сегодня. В селе Бердигистяк Горного района торжественно откроют уникальный стрелковый комплекс. В торжествах примет участие глава республики Айсен Николаев, а наши коллеги накануне этого события посетили комплекс, и мы можем с вами сейчас увидеть, насколько это классный объект. Огромный стрелковый комплекс, не имеющий аналогов в Якутии, спроектировали специально для 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары» в Бердигистяхе. Уникальный объект построен по проекту Якут-Агропромпроекта, генеральный подрядчик «Капитал». Комплекс «Берген», что с якутского означает «меткий», находится в самом центре села Бердигистях, рядом со школами, социальными и культурными объектами, что делает его удобным для посещения. Новый спортивный комплекс состоит из 2 отдельно стоящих зданий. В универсальном комплексе находятся галереи для стрельбы из малокалиберного и пневматического оружия, 2 учебных класса, интерактивный тир, тренажерное и все необходимые для занятий помещения. Одновременно здесь могут тренироваться 80 человек. Сегодня тут занимаются спортсмены под руководством тренеров Николая Егорова, Герасима Дьяконова, Константина Бурцева.
Здесь также предусмотрены комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Берген стал третьим в Дальневосточном федеральном округе и единственным в республике специальным стрелковым комплексом. Жители горного района уверены, что новый универсальный стрелковый комплекс станет центром здоровья, развития спорта, а для кого-то первым шагом к олимпийским медалям. Ну а с другими последними событиями узнаем у наших коллег из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В Удачном завершилось строительство узла закачки шахтных и дренажных вод. Теперь минерализованные воды рудника «Удачный» поступают в Нижнекимберийский участок. Его геологи «Алроса» сочли подходящим. Строить начали в апреле прошлого года. Специалисты за 10 месяцев построили более 9,5 километров водовода, подъездную дорогу для обслуживания, линии электропередач и 9-километровых скважин. Емкости предыдущих узлов закачки отработали свой ресурс. 1500 работодателей числятся в республике. На сегодняшний день об этом сообщили на семинаре в Якутске. С этого года предприятия и организации, в которых больше 25 работников, должны направить отчет о наличии вакантных мест, предстоящем увольнении, а также сокращении на единую цифровую платформу «Работа в России». В результате появляется полная картина о занятости населения. Отмечу, что в настоящее время в республике на учете более 7 тысяч безработных. Для снижения напряженности рынка труда в регионе выделено более 260 миллионов рублей. Все отчетности, все вакансии принимаем на единой платформе цифровой «Работа в России». Точно будем рассказывать, показывать, как заполняются отчетности. И мы пригласили сегодня наших специалистов с Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Иванна Лаврентьевна будет рассказывать о новых программах государственной и федеральной поддержки для наших работодателей. Документы заполняются на этой платформе. Сперва начинается авторизация. Каждая организация заходит через свои госуслуги, через учетную запись и заполняет либо свободные рабочие вакантные места, либо отчетности. Будь уверен, будь здоров. Сегодня Федеральное агентство по техрегулированию и метрологии завершает всероссийскую акцию. Ее цель – обратить внимание на значимость единства измерений в жизни каждого из нас. Тонометр, который сейчас есть в каждой семье, это лучший пример для этого, ведь с его помощью мы следим за здоровьем. Так, специалисты Росстандарта на безвозмездной основе ведут прием граждан, проводят контроль выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением. Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. «Поможем маме». В год матери, объявленный в республике, по всему региону проходят мероприятия под общим девизом. В Якутске управы городских округов совместно с общественной организацией «Матери России» проводят мероприятия, помогают многодетным матерям. Накануне в Гагаринском округе организовали вывоз снега с дворовой территории частного дома, в котором проживает многодетная семья. Мне позвонили и сказали, что ваша заявка рассмотрена. Вот я, конечно, обрадовалась. Это было в начале марта. И потом периодически созванивались, звонили. Я им писала, тоже спрашивала, как самые дела обстоят. Недавно приходил наш глава Евгений Васильевич. Сам лично приходил, сам со мной поговорил, и вот было решено, что самые ко мне приедут и вывозят наш снег. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Что ж, каждый день мы утро это начинаем очень рано с Катей, просыпаемся в 5 утра. Вместе с нами в это время просыпаются люди, которые выгуливают собак. Ведь собака – это ответственность и терпение. Да, согласна. Особенно, если попытаться научить ее каким-то командам. Вот как это сделать вообще, правильно? Выгуливать это одно, а научить это другое, ведь это да. очень серьезно. Поэтому как вот научить собаку к выполнению разных команд, расскажут наш материал. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами разберем команду «Лежать». Также покажу вам на немецкой овчарке Парабель. Берри рядом. Встану полубоком к вам,
вернее боком, чтобы вам было лучше видно. Команда лежать выполняется также из положения сидя и из положения стоя. Из положения сидя вы берете кусочек лакомства, подносите к носу собаки, собачка сидит. И тянем кусочек лакомства вниз между передних лап. Придержать можете собаку за ошейник. Вот мои пальцы уходят на холку. Холка – это сочетание лопаток у собачки. Берри, лежать. Тянем вниз под собачку и слегка придавливаю на холку. То есть помогаю. Собачка ложится. Еще раз. Сидеть. Лакомство в нос. За ошейник придержали. Вот я беру большим пальцем левой руки, остальные пальчики уходят на холку и тяну кусочек вниз между передних лап. Лежать. Прям до пола тяну. Если у ваша рука где-то зависнет на середине, собака не ляжет. К носу и тянем вниз до самого пола. Легла, хвалим. Да, супер! После этого вы должны выполнить упражнение глаза в глаза. То есть контакт с собачкой. И опять хвалим. Супер! Команда лежать из положения стоя. Будете стоять. Собака стоит. Из положения стоя вы даете команду лежать. И собака не должна сесть. Она должна сразу же лечь. Либо опустив передние лапки, потом зад. Либо сразу 4 лапами лечь. Как этого добиваемся? Левая рука под животом, чтобы собака у вас не села. Лакомство в руку, лакомство к носу и тянем вниз между передними лапами. И помогаем левой рукой на холку. То есть вот, Берри, лежать. Она сначала положила передние лапки, потом зад. Стоять. Еще раз показываю. Желательно, чтобы собака сразу же 4 лапами ложилась. Берри, лежать. Нет. Берри сегодня не хочет у нас делать сразу. Она хочет у нас сначала передними лапками. Берри, лежать. Давай, давай. Молодец. Молодец. То есть вот собака легла, похвалили, глаза в глаза посмотрели. И то же самое, как с командой сидеть. Мы сначала отрабатываем выдержку рядышком. Вот вы встали на ноги, не всегда это сразу получается. Когда вы выпрямляетесь на ноги, придерживаем собаку рукой, чтобы она за вами не последовала. Лакомство к носу, к своим глазам. Да. Собака привыкла, выпрямляемся. Берри. То есть она должна лежать и смотреть вам в глаза. Супер! Похвалили, да. Потом также встаем перед собакой и по чуть-чуть начинаем отходить. Стоим, нет, лежать. Глаза в глаза, супер. И начинаем отходить. Если не отпускает, придерживаем за ошейник, и у вас буквально маленький шажок. Подошли, похвалили. Научилась собачка лежать. Отходим на 1 шаг. Подошли, да, супер, лакомство дали. Научилась, отходим на 2 шага. Также 3 секунды сначала стоим. Подошли, похвалили. Да, супер. И потихоньку, потихоньку, потихоньку мы расстояние увеличиваем. Вот это команда лежать. Берри рядом. Да, молодец. А на сегодня все. Увидимся в следующем эфире. Надеемся, что наши советы вам обязательно помогут, как раз для тех, кто только хочет завести собаку. Да, если однажды в этих советах расскажут, как научить собаку выгуливаться самой, без последствий, то все нам будут благодарны. Друзья, на этом наш эфир пятничный завершается. Мы 5 дней вместе с вами в этой студии провели. Очень классно, но отдохнуть мы тоже немножко хотим. Катерина Накурова, Павел Танин, с вами мы прощаемся. Желаем отличного настроения. Хорошего дня вам и до встречи в понедельник. Да, прямо сейчас по традиции музыка пятничная Кюнсол будет для вас петь. Для вас. Take a look in the mirror, tell me what you see. Is it love or vision? They say you are just a mirror. Do you agree? Or you don't give a damn? Come closer, just lose yourself to dance. Oh, there's one thing I want to say to you tonight. Don't lose your vibe, you are born to shine. No.
улардан үнөрөн бағарар эн жиңбәяғин умнума таңнаран берме үрдүгер бар сулуун эннере айылга белеге тапта бәягын. Don't lose your vibe, you are born to shine. Don't lose your vibe, you are born to shine. Don't lose your vibe, you are born to shine. Don't lose your vibe, you are born to shine. Shine. Don't lose your vibe. Don't